уже невозможно на это смотреть, уже эти пробки, эти заторы. Крик души. В этом видеообращении автолюбитель возмущен тем, что строительство моста затянулось. Из-за продолжительных работ водителям часто приходится сталкиваться с пробками и заторами, особенно в час пик. Проезжающие автолюбители уверены, реконструкция должна проходить намного быстрее. Ремонт на этом участке автодороги начался в начале октября. Причина – разрушительная трещина, которая в дальнейшем могла привести к неминуемой катастрофе. Построенный в 1996 году мост уже устарел. Края балок пришли в негодность, а все из-за влаги. И это не единственная ошибка, допущенная при строительстве. Лаборатория дала заключение, что мост перегружен. Старые подфирменные площадки были неправильно устроены, вследствие чего пришлось демонтировать все балки, устроить новые подфирменные площадки. И часть старых плит была по проекту возвращена на место, часть балок разрушенных были заменены на новые. Такие изменения разгрузили мост на 1000 тонн. Если стяжка бетона раньше была толщиной 20 сантиметров, то сейчас отметка не превышает 5. Это единственный случай, когда тоньше значит крепче. Еще усилили мостовые опоры железобетоном. Также увеличили высоту дамбы, которая теперь будет удерживать грунт под мостом. Вместо железобетонных конусов залили монолит. Это дает водоотвод и укрепление конуса моста. Материалы, которые применяются на этом мосту, добавки в бетон, переходные зоны, специальные безусадочные цементные материалы впервые применяются в нашей республике. Материалы лучшие, работы идут, постоянно контроль со стороны заказчика у нас идет. Каждые 2 дня специалисты выезжают, все проверяют. Новый мост будет иметь по 12 сливных труб на каждой стороне движения. Трубы будут соединены лотками, которые будут перенаправлять воду через отстойник в русло реки. Живительная влага имеет свойство разрушения. Такие предосторожности продлят новому мосту жизнь. По крайней мере, гарантия на железобетонную конструкцию составляет 25 лет и 10 на асфальтовое полотно. Здесь произведено устройство деформационного шва немецкого производства Mauer D80. Есть преддеформационная зона, устроена из сверхпрочного безусадочного бетона Юни ЛС называется. Далее идет из фибры переходная зона. Переходная зона играет роль как бы гашения ударов на деформационный шов. Первый удар принимает она на себя, она самовосстанавливающаяся, ну и дальше выступает как защита деформационного шва. Мост имеет несколько слоев полотна, бетонная стяжка, гидроизоляция. Нижний и верхний уровень асфальта огражден барьерными препятствиями, выдерживающими мощность удара в десятки тонн и 6 источниками освещения на каждой стороне. Масштаб проделанных работ огромный, с чем и связан долгий процесс реконструкции. То, что люди задают вопросы, что мост долго делается, у нас контрактные сроки завершения работ до 30 ноября 2020 года. Бетонные конструкции не получается за несколько дней. Надо после заливки бетона его надо выдерживать, чтобы он достиг определенной марки. Потом должна приехать лаборатория, проверить бетон, дать заключение, что конструкция, возможно ее принять, эту конструкцию. Только после этого начинается следующий вид работ, так как мост это уникальное строение, и тут ошибку допустить нельзя. Сейчас рабочие готовят мост для изменения движения, после чего займутся уже второй половиной. Также рабочие призывают водителей набраться терпения на время восстановительных работ. Здесь люди работают. Пожалуйста, будьте внимательны. Убедительная просьба. Осторожно. Проезжать этот мост на огромной скорости нельзя. Вы себя и людей искалечите. Но в данный момент мы уже здесь закончили, будем переводить час движений. Разделительные полосы уже определяем, блоки выставили уже, все. Запустить полноценное движение на этом участке планируют в середине 2020 года. Специалисты утверждают, после ремонта этот мост обещает прослужить еще не 1 десяток лет. Напоминаем, что с завтрашнего дня движение через мост будет изменено. Теперь проезжей частью станет отреконструированная половина моста. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Майырбек Миржоев, Новости 24.